Привет, я Максим Кардоза, а это Якутия взгляд со стороны. Здесь я рассказываю о самых интересных событиях, которые произошли на этой неделе в республике и как они выглядят извне Якутии. В общем, все очень субъективно, это лишь мое личное мнение, и я напоминаю, что смотреть на себя со стороны иногда бывает полезно. Ну что, барды-бытушки? Ну а неделя действительно началась горячо. Вот эта новость взорвала буквально все соцсети, информационные агентства, не только в Якутии, но и за ее пределами. Об этом говорила вся Россия, друзья. В общем, танцовщицы Go-Go и стриптизерши во время коронавируса оказались без работы, и они решили поменять свое амплуа, поменять работу, и теперь доставляют пиццу, практически голые. Ты что, вы доставляете, что ли, так пиццу? Видео я нашел на ресурсе sahaday.ru, так что можно туда зайти, посмотреть, ознакомиться. Вообще видно то, что парень вообще в шоке находится от такого доставщика. Просто, ну действительно, он, наверное, не ожидал, что к нему придет девушка и в неглиже. В общем, эту новость не пропустил никто, даже Иван Ургант. Новость, послушайте, она положительная. Смотрите, для отцов радость, для бабушек у подъезда новая интересная тема для бесед. Ну а выпускники школ могут поближе познакомиться с возможной будущей профессией. Вообще я хочу сказать, что в Якутске живут очень креативные люди. Помните вот эту рекламу? Магазин, который продавал сотовые телефоны. И скандал вокруг этого баннера. В общем, разразился очень большой. Люди пытались запретить, говорили, что это пошло, что так делать нельзя. Но реклама сделала свое дело. Она вызвала резонанс. И ничего плохого я в таких рекламных кампаниях не вижу. И то же самое происходит с пиццей, по крайней мере. Теперь про эту доставку знают все. И тут еще можно порадоваться за социальную ответственность работодателей, то что они трудоустраивают своих сотрудников даже в новых условиях. В общем, только плюсы и лайки. У меня здесь возникает два вопроса. Первый — это, оказывается, в Якутске были работающие стриптиз-клубы. Ну, как бы круто. И второй, все-таки меня немножко смущает, я вообще не ханжа, честно, меня смущает, что они в нижнем белье. Ну, конечно, не голыми, наверное, нужно было разносить пиццу, но все-таки можно было надеть на девушек какую-то одежду, там шортики, топик, боди, в общем, чтобы это все равно выглядело сексуально и привлекательно, потому что как-то все-таки режет глаз то, что это белье. Вот. Но это личное мое мнение. А вообще, друзья, я стал интересоваться, что происходит со стриптизершами во время пандемии. И вот это, оказывается, доставка такая полуголая, это не якутское ноу-хау. В Америке еще несколько месяцев назад один из стриптиз-клубов в Портленде, он тоже решил перепрофилироваться, в общем, в доставку. И там действительно девушки, которые танцевали эти откровенные танцы, они начали развозить еду по домам. Вот так это выглядело. В общем-то, они не в белье, они не голые, они в одежде, но все равно выглядит это все вызывающе. Конечно же, привлекает к себе внимание. И говорят, что довольно-таки успешное это предприятие. Не знаю, они работают до сих пор или нет. Вот, а как наши девушки тоже будут работать? Все-таки им придется, наверное, одеться, потому что не 30 градусов будет постоянно. В Якутске сейчас как раз похолодание. Ну, все-таки холодно, ну реально холодно. Нужно беречь себя и свое здоровье. Если возвращаться к американскому опыту, то один из стриптиз-клубов, который находится в Лас-Вегасе, а там все, конечно же, закрылось, там ничего не работает, они решили пойти другим путем. Они организовали представление на улице, на закрытой площадке. И для того, чтобы посмотреть, нужно просто заехать на своей машине. И не выходя из автомобиля, ты вот наслаждаешься, как танцует перед тобой на шесте девушка. Стоит это удовольствие $100. Так что вполне возможно, что после, так сказать, разноса еды девушки могут найти себе применение и, так сказать, по профессии своей реальной и организовать такое вот на открытом воздухе мероприятие. Тоже как идея, почему нет, и вполне возможно кто-то и реализует, и опять будет греметь Якутск со своим креативом на всю страну. И здесь у меня возникает вопрос, сколько людей в условиях пандемии действительно потеряли работу, кому пришлось, может быть, переформатироваться, поменять свой род деятельности. Давайте проведем опросик, он будет здесь, переходим, голосуем. Ну а в комментариях делимся своими историями, может быть, историями своих близких или родных, действительно, которые оказались без работы и что они делают в условиях эпидемии коронавируса.
Продолжая тему коронавируса, на этой неделе появилось вот это видео в соцсетях, в Инстаграме, на ресурсе Crime Якутск. Снято это в якутском психоневрологическом диспансере, и врачи оказались там на карантине, они заперты внутри больницы, в общем-то, и жалуются на условия, которые предоставило им руководство. Столовая наша, чайник на полу, микроволновка, кушаем стоя. В общем, там тесно, негде поесть, даже нет душа. И на эту новость сразу же отреагировали в руководстве больницы и сказали, что в скором времени они попытаются решить все эти вопросы, и врачи будут в нормальных, более нормальных условиях. И я знаю, что во многих больницах медики действительно посменно, они там живут, они не выходят, не ездят домой там по 2 недели, по месяцу, таким вахтовым методом, вахтовым способом. Они работают, и это очень действительно для многих тяжело и им, и семьям. Так что медикам только респект, и надеюсь, что условия вот у этих врачей, они действительно станут лучше, им сделают душевую комнату и оборудуют, например, кухню для того, чтобы они нормально могли питаться. Ну и пока одни самоизолируются, другие дома сидеть не хотят. Вот эти фотографии появились в интернете на этой неделе. Это сотрудники Арктического госуниверситета, это бывшая ЕГСХ, сельхозакадемия. В общем, на ипподроме коллектив этого вуза решил провести субботник. И многих эти фотки, конечно же, возмутили. Люди не соблюдают дистанцирование, у многих нет масок, перчаток, они стоят в очереди за едой, улыбаются, радуются жизни. И то, что они оказались, на свежем воздухе. В общем, этими фотографиями заинтересовалась прокуратура и будет выяснять, что нарушили эти люди и нарушили ли они. Конечно же, понять действия властей можно. В республике не уменьшается количество зараженных коронавирусом, появляются новые случаи. И все-таки хочется как можно быстрее выйти на плато, и чтобы количество заразившихся, заболевших людей становилось все меньше и меньше, и можно было вернуться к нормальной жизни. Все действительно устали от этого. И меры, которые принимаются в Якутске, они не такие страшные, друзья. Потому что в Москве, например, вот у меня на подъезде появилось вот такое объявление. И все об этом говорили, что в столице можно гулять. Вот ты можешь выйти погулять, но в определенные дни. В общем, власти Москвы, мэрии придумали такую штуку. Даже не знаю, как ее нормально объяснить. Гулять можно домами. То есть, вот стоит ваш дом, и жители этого дома могут гулять в определенный день. А жители соседнего дома в этот день гулять не могут. Они могут гулять в другой день. Посмотреть, когда ваш дом может выйти на прогулку, можно на определенном сайте. В общем, и делать это можно 2 дня в неделю. То есть у меня, получается, мне можно гулять, выйти 1 и 3 июня. Вот так вот. Звучит это действительно очень странно. Маразм крепчал. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. На этой неделе появилась интересная новость, связанная с WhatsApp. Вообще WhatsApp для Якутии это, конечно же, просто мега сообщество, мега мессенджер, очень популярный. И все уже понимают, и власти, что новости распространяются по WhatsApp моментально в республике, даже лучше, чем по телевизору или, например, по интернету. Вот такая вот есть особенность у якутского WhatsApp. Так вот, 2 жителей Якутии оштрафованы за недостоверную информацию, которую они опубликовали в мессенджере. Первый из них это житель Намского улуса, хотя второй тоже из намцев, вот так получилось. В общем, этот мужчина, опубликовал сообщение с фотографиями 3 женщин и сказал, что они умерли, их тела нашли на Покровском тракте со следами насильственной смерти. Дичь просто какая-то. Ну нахер. Второй случай не такой дикий. Мужчина распространил информацию ложную о том, что кто-то из его знакомых, в общем, лежит в реанимации с диагнозом коронавирус. И это оказалось неправдой. В общем, нужно проверять, конечно, информацию в WhatsApp, которая тоже мне приходит в некоторых группах якутских. И сразу хочется сказать, это же фейк, друзья. Ладно, не будем сейчас об этом. Справедливость восторжествовала. 2 этих мужчин оштрафовали. Первого на 15 тысяч и второго на 13 тысяч рублей. В общем, это такая вот галочка, такой сигнальчик тем людям, которые распространяют фейки в WhatsApp. Кстати, будет интересно узнать самую большую какую-то нелепую новость, которую вы узнали из WhatsApp. Напишите в комментариях.
В общем, давайте посмеемся вместе. На этой неделе известный исполнитель якутский Киджа презентовал свой новый клип. Ссылочку я оставлю на полное видео в описании, можно там посмотреть, лайкнуть, конечно же, исполнителя. В общем, послушать эту песню, как она звучит, и оценить этот клип тоже. В общем, по кадрам видно, что, так сказать, затрагивается тема бодипозитива. Ну и сам Киджа, он этого не скрывает. В интервью для ЕКТ.ру он говорит, что во время самоизоляции немножечко набрал веса, в общем, и начал комплексовать по этому поводу, а потом понял, что комплексовать не нужно, и нужно принимать себя таким, какой ты есть. Если честно, это не совсем моя музыка, вот, но мне кажется, этот исполнитель, наверное, самый известный в России из нашей республики. Он продвинулся больше всего на большом музыкальном телепроекте. Это «Новая звезда» на телеканале «Звезда». Это, конечно же, не «Голос» на Первом канале, но все равно у него такая была большая аудитория, всероссийская, и он круто проходил этап за этапом. Он попал в финал и получил огромное количество фидбэков от настоящих звезд российской эстрады. Его хвалили очень много. Ну прям прокачал конкретно. Молоток, удачи. Его песни услышали, и это действительно большое такое достижение, то, что он вышел на какой-то новый уровень, вне республиканский, на ступеньку выше. И сейчас он вроде бы живет в Москве, занимается в Академии Матвиенко, ну и пытается, я так понимаю, самосовершенствоваться. Вот. У меня такой вопрос возникает всегда после таких конкурсов, типа вот «Фабрики звезд», что дальше происходит с этими ребятами, с этими исполнителями. Понятно, что для продвижения дальше нужно как-то развиваться, нужно записывать новые песни, альбомы, нужен какой-то крутой продюсер, чтобы он тебя продвигал. Потому что многие исполнители действительно, они засветились, например, в том же «Голосе», а дальше никуда не пошли. Вот это, конечно, очень странно. Для меня, почему все-таки люди, получая огромную поддержку от телезрителей и любовь, не могут самореализоваться? Неужели так сложно, ну, то есть в российском шоу-бизнесе попасть в какую-то действительно хорошую большую ротацию, написать песню классную? Ну, в общем, надеюсь, у Киджада все получится, он напишет какой-то свой крутой хит, может быть, даже на русском языке, почему нет, чтобы, так сказать, увеличить свою аудиторию. На этой неделе Якутия засветилась в списке регионов, где дороже всего получить высшее образование. В общем, такой список был опубликован по разным регионам, а также по разным вузам. Так вот, самый дорогой вуз для обучения — это Иннополис. Это такой инновационный городок, построенный с нуля в Татарстане. Выглядит все очень круто. И 1 год обучения там стоит 1 200 000. В общем, там обучают каких-то гениев будущих. Это типа Сколково, ну что-то типа такого. Также самый дешевый вуз стоит 20 000 в год, и это Исламский государственный институт, это тоже в Татарстане. Ну, такое специфическое все-таки учебное заведение, туда не каждый поступит и захочет там учиться. Это мы с вами поговорили о вузах конкретно, а теперь про регионы. В каком же регионе дороже всего стоит обучение? Так вот, на каком месте Якутия? На 1-м. То есть из регионов по всей России, из 85, самое дорогое высшее образование у нас в республике — это почти 300 000 рублей в год на одного человека. Это сумма всех вузов, это не только СВФУ, например, да, это сумма всех вузов, которые есть в республике, работают, действуют. На 2-м месте это Камчатка, и на 3-м месте Москва. В Москве, например, среднее обучение в год стоит 260 000 рублей. Вот такая вот интересная информация. Я думаю, что для родителей, абитуриентов стоит задуматься, так сказать, прогуглить вузы. И вообще это же действительно сейчас такая одна из главных тем для родителей и будущих абитуриентов, для 11-классников, как они будут сдавать экзамены, как они будут поступать в вузы, как это сделать дистанционно. Ну, я думаю, всегда можно остаться, конечно же, в Якутске, поступить в СВФУ или другой наш региональный вуз на очное бесплатное обучение. Так что, друзья, сдавайте хорошо экзамены, ЕГЭ, и поступайте, чтобы не платить деньги лишние. Ну, а закончить я хочу традиционно на какой-нибудь положительной ноте. И вот смотрим на эту фотографию. В 203-м микрорайоне началось строительство велодорожки. Она пойдет от 203-го, понятно, до Студгородка. Ну, практически через весь центр города. И это очень круто. Можно, так сказать, звать Варламова еще раз в Якутск, приглашать и говорить ему: вот смотри, Илья,
Город развивается, мы развиваем городскую инфраструктуру, правда, глядя на все это, что скажет Илья, пока непонятно. Может быть, снова что-нибудь нехорошее. Многие рады появлению велодорожки настоящей, другие начали смеяться, что, мол, эта велодорожка просуществует недолго. Я считаю, что вообще все, что делается, это уже хорошо. То есть надо с чего-то начинать. И в последнее время я вижу, что якутские власти и республиканские, в республике даже есть ведомство, которое занимается архитектурой, они пытаются развивать городскую среду. И это тоже очень хорошо, потому что хочется жить в комфортном, красивом городе, вот выйти, и чтобы можно было погулять. И таких пространств хочется, чтобы их было больше. И главное, что такие проекты появляются. Скоро начнется реконструкция площади Ленина, главной республиканской площади. На рендерах выглядит все довольно-таки симпатично, правда, я не знаю, фонтан там будет или нет, мне кажется, там его почему-то убрали. Ну ладно, это уже вопрос к обсуждению. Также очень крутой проект планируется на пустыре около Студгородка. Это место, конечно, хочет, чтобы оно было застроено. И действительно, там проект, этот вот парк будущих поколений, он действительно очень классный. Вот на рендерах выглядит все просто потрясающе. Работала московская очень крутая компания и продумала очень много интересных локаций. И если такой объект появится в Якутске, это будет просто шикардусно. Вообще будет очень классно. Главное, чтобы они все сделали качественно. А то, да, вот все на картинке выглядит действительно очень прекрасно, а реализация, конечно, хромает, и это большой-большой вопрос. Вообще хочется, чтобы, конечно, все проекты, они реализовывались качественно. Ну, чтобы они действительно были крутыми и привлекали жителей в эти места. На этом у меня все. В общем, все ссылочки на новости и видосики я оставлю в описании. Можно перейти, посмотреть на оригиналы. Также ставим лайки, подписываемся, нажимаем на колокольчик, друзья. И увидимся в следующее воскресенье. Пока.